أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Я на самом деле ученик Мухаммад Ханафи Аджи, хафизахуллах, хоть и недостоин сейчас здесь говорить, то, что учитель попросил, несколько слов скажу. Во-первых, как нас учит наш учитель, джаддиду ниятикум, то есть обновляйте ваши намерения. Поэтому хвала Аллаху за то, что нас здесь собрал. И если у кого-то, начиная с меня, у нас в сердце есть какое-то намерение, что я вот сюда пришел на этот маджлис, и есть люди, которые не пришли сюда, и я лучше них, и подобные такие намерения, нужно убрать вот эти все намерения, и ради Аллаха, ради довольствия Аллаха, искренним, чистым намерением участвовать в таких богоугодных маджлисах. Во-вторых, альхамдулилля за безграничные ниаматы, милость Всевышнего Аллаха, хвала Аллаху, и много нужно восхвалять Аллаха, говорит альхамдулилля в эти дни, за то, что эти сегодняшние наши дни, дни которых очень много благ Всевышний Аллах нам дает, и много нужно говорить и астагфируллах, потому что наши дни, когда и очень много соблазна, и очень много грехов, которые когда совершаются в наши дни. Насчет Исра валь Ми'радж. Исра, что такое Исра? Исра это перенесение, путешествие пророка, алейхиссалату вассалам, из Мекки, Масджидуль Харам, в Масджидуль Акса, в Иерусалим. Ми'радж это последовавшее за ним вознесение пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, на небеса. Это Исра валь Ми'радж, это очень большое чудо, которое Всевышний Аллах дал, очень большой му'джизат, который Всевышний Аллах дал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Касаемо нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, это самая лучшая ночь. Это самая лучшая ночь для нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, потому что, как ранее Мухаммад Ханафи Аджи сказал, когда в течение 10 лет, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, призывал к исламу, призывал к религии, курайшиты неверные, они не верили пророка, алейхиссалату вассалям. Они были против него. И когда пророк, алейхиссалату вассалям, пошел в Таиф, пророка, алейхиссалату вассалям, бросили камнями. Когда самые близкие люди пророка, алейхиссалату вассалям, Хадиджа, жена пророка, алейхиссалам, Абу Талиб, дядя пророка, алейхиссалату вассалям, покинули этот мир, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был печальным, Всевышний Аллах, азза ва джалла, успокаивая пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, дал такой дараджа пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, поднял на небеса пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и поднял на такие ступеня, которые не достигли ни один приближенный ангел, ни джинны и ни одни посланники, пророки и никто другой. Анас бин Малик от Малик бин Са'ада, радийаллаху анхума, рассказывает хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, анна набия, саллаллаху алейхи вассаляма, хаддатахум ан лайлати усрия бихи, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказал им о ночи перенесения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, из Мекки в Иерусалим. У нас не должно быть ни капли сомнений в том, что это истина, в том, что это действительно было, потому что, будучи мусульманами, нам хватает и аят, который Всевышний Аллах об этом упоминается и в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, Субхана аллази асра би'абдихи лейлам минал масджидил харами илал масджидил акса. Причист Аллах, который перенес своего раба, то есть пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, из масджидул харам, из Мекки в масджидул акса в Иерусалим. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе рассказывает об этой ночи. «Байнама ана фил хатими ва руббама кала фил хиджри мудтаджиан». И однажды говорит, когда я
находился в Хиджру Исмаиль. Хиджру Исмаиль, где Масджидуль Харам, там есть место Хиджру Исмаиль. Те, которые были в хаджи, знают. И пророк, алейхиссалам, говорит, я лежал там. И ко мне, говорит, пришел ангел Джибриль, алейхиссалату вассалам. И ангел Джибриль, алейхиссалату вассалам, взял пророка, алейхиссалату вассалам, рассек грудь, вытащил сердце пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, помыл сердце пророка, алейхиссалату вассалам, водой Замзам. Ангел Джибриль принес с собой тазик, золотой тазик из золота, полный иманом, полный хикматом. И ангел Джибриль поставил в сердце пророка, алейхиссалату вассалам, налил вот этот иман, хикмат. И обратно поставил сердце пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, на место. Это то, что ангел Джибриль вот это рассек грудь и помыл сердце пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, именно водой Замзам, нам дает знать, что вода Замзам — это самая лучшая вода на этой земле. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает, ко мне привели животное выше, чем осел, ниже, чем мул, белое животное под названием бурак. И я сел на это животное бурак, и вместе с ангелом Джабраилем, алейхиссалату вассалам, то есть они перенеслись из Масджидуль Харам в Масджидуль Акса. И потом из Масджидуль Акса вместе с ангелом Джабраилем, алейхиссалату вассалам, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, поднялся на небеса. Когда они поднимались на небеса и дошли до первого неба, до неба земли, ангел Джибриль попросил открыть ворота первого неба. То есть были ангелы, которые охраняли первое небо, ворота первого неба, и ангел Джибриль попросил открыть ворота первого неба. То есть это что означает? То, что у каждого неба есть свои ворота, и никто без разрешения этих ангелов, которые охраняют эти ворота, не может переходить это небо. Вот так, чтобы перейти небо и последующие небеса, должен перейти вот через эти ворота. И этот ангел спросил, кто ты? Он ответил, я Джибриль. Кто с тобой? Со мной, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Является ли он посланником, спрашивает ангел, да, говорит, ему было послание. И я, говорит, зашел, и эти ангелы открыли ворота первого неба, и я зашел на первое небо и увидел Адама, алейхиссалам. На что ангел Джибриль сказал, «Хада абука Адам, фасаллим алейхи». Это, говорит, твой отец Адам, дай ему салам. Я дал ему салам, и он мне вернул салам, и поприветствовал, и сделал дуа, «Мархабан би ибни салихи, ван набии салихи». Приветствую праведного сына и праведного пророка. В других риваятах этого хадиса приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда зашел на первое небо и увидел там Адама, алейхиссалату вассалям, увидел, то есть с правой стороны Адама, алейхиссалам, толпу людей, и с левой стороны Адама, алейхиссалату вассалам, увидел очень много толпы людей. И увидел, как ангел Адам, алейхиссалам, повернулся направо, засмеялся, улыбнулся. И с правой стороны, говорит, была открыта дверь, от которого исходил приятный запах. С левой стороны была открыта дверь, от которого исходил плохой запах. Адам, алейхиссалам, когда повернулся налево, когда пророк, алейхиссалату вассалам, спросил ангела Джибриля об этом, ангел Джибриль, алейхиссалам, сказал, что эта толпа людей, это потомство Адама, алейхиссалату вассалам. Начиная с Адама, алейхиссалату вассалам, до судного дня, включая всех нас, все потомства Адама, алейхиссалату вассалам. А эта дверь, говорит, который был открыт, от которого исходил приятный запах, это, говорит, был открыт дверь рая. И люди, которые находились с правой стороны, это
и засмеялся. И посмотрел на небо, там увидел пророка Яхья и пророка Иса, алейхимуссалату вассалам. На пятом небе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел пророка Харуна, алейхиссалам. И каждый раз, когда они подходили вместе с ангелом Джабраилом на ворота каждого неба, они спрашивали ангела Джибриля, алейхиссалам, кто с тобой? Было ли послание пророка Они приветствовали нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и делали И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на шестое небо. На шестом небе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встретил пророка Муса, алейхиссалам. Ангел Джабраиль, алейхиссалам, сказал: «Ада Муса, фасаллим алейх». Это пророк Муса, дай ему салам. Я дал ему салам. Он вернул мне салам. Тоже поприветствовал мархабан биахи салихи, ван набии салихи, приветствию праведного брата и праведного пророка. И он, говорит, заплакал. Пророк Муса, алейхиссалату вассалам, говорит, заплакал, когда Когда его спросили, Маюбкик, почему ты плачешь? Который будет после меня, из его уммы, говорит, больше людей зайдут в рай, чем из моей уммы. Из-за этого, говорит, я плачу. Альхамдулиллах, хвала Аллаху, за то, что Всевышний Аллах сделал нас из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на седьмое небо, и там он увидел пророка Ибрахима, алейхиссалам, на что ангел Джабраиль сказал: «Хада абука, фасаллим алейхи», это твой отец Ибрахим, алейхиссалам, дай ему салам. Я дал ему салам, и он вернул мне салам. И как пророк Адам, алейхиссалам, поприветствовал и сделал дуа, пророк Ибрахим, алейхиссалам: «Мархабан би ибн салихи, ван наби салихи», приветствует праведного сына и праведного пророка. Потом я поднялся, говорит, на место Сидратуль Мунтаха. Сидра — это дерево. Мунтаха — это конец, то есть самый конец, где кончается уже знание ангелов и знание всех. То есть вот это место — это конец, который никто не перешел. Это место ни самый приближенный ангел, ни один пророк, ни один джин, никто не перешел это место. Кто перешел? Только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, там увидел Байтуль Ма'мур. Это как Кааба на этой земле, на седьмом небе Байтуль Ма'мур, вокруг которого делает таваф ангелы. Каждый день, говорит, туда заходят 70 тысяч ангелов. И когда уже один раз зашли и вышли оттуда, больше, говорит, уже туда они не могут зайти. Потому что многочисленное число ангелов, то есть многомиллиардное число ангелов, которого кроме Аллаха никто не знает, поэтому один раз ангел зашел, и все, больше туда не может зайти.
И каждый день 70 тысяч ангелов, говорит, заходят в этот Байтуль Ма'мур. И пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, дали 3 сосуда. В одном было вино, в другом было молоко, и в третьем было, говорит, мед. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит, выбрал молоко, сосуд с молоком, и ангел Джабраиль сказал: «Хия аль-фитрату анта алейха ва умматук». Это фитра, это чистота, в котором ты будешь и твоя умма. То есть ты выбрал правильно. Если бы ты выбрал другое, то есть вино, если выбрал бы, то твоя умма заблудилась. В других риваятах говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что я даже услышал голос, вот, то есть карандашей, которые пишут вот хранимых скрижалях Лаухуль Махфуз, то, что Всевышний Аллах сделал, Кадар, ангелов, все вот это, которые пишут, вот это голоса, говорит, даже я услышал. И потом фуридат алейя салават аль-хамсина салатан кулли яумин. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, мне Всевышний Аллах обязал 50 намазов в сутки. В день 50 намазов. Дальше мы много слышали об этом тоже. Дальше мы знаем, как Всевышний Аллах облегчил 50 намазов до 5 намазов укоротил. Но Всевышний Аллах, что сказал? Кто будет совершать 5 намазов в день, тот будет получать вознаграждение 50 намазов. То есть мы вечерний намаз совершили, 1 намаз совершили, вечерний намаз, мы получили вознаграждение, как будто бы мы совершили 10 вот таких вечерних намазов. Вот ночной намаз, иншаллах, если вот сейчас мы совершим, 1 намаз совершим и получаем воздаяние, как будто бы мы 10 таких ночных намазов мы совершим. Это огромная милость Аллаха, который Всевышний Аллах дал нам, нашему пророку Мухаммаду алейхи салату вассалям, и умме пророка Мухаммада алейхи салату вассалям. Всевышний Аллах Исра валь Ми'радж в эту ночь показал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, очень много своих знамений, очень много показал из своего малакута. Всевышний Аллах нашему пророку Мухаммаду алейхи салам показал рай, ни'маты в раю, показал ад, показал наказание, как люди получают наказание, увидел пророка алейхи салату вассалам в аду. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел людей, которые разбивали свои головы камни, и обратно оживляли, и обратно разбивали. Когда пророк алейхиссалам спросил, кто эти люди, ангел Джибриль ответил: это люди, которые ленились совершать намаз вовремя. Пророк, саллаллаху алейхиссалам, увидел людей, которые царапали железными этими когтями, царапали свои лица. Когда пророк, саллаллаху алейхиссалам, спросил ангела Джабраиля, кто эти люди, ангел Джибриль ответил, что это люди, которые занимались сплетнями. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, увидел много разных людей, которые за разные грехи получали разные наказания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Всевышнего Аллаха азза ва джалля. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся и рассказал это курайши, там, конечно, многие не уверовали, многие не поверили, но истинные мусульмане, как Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху, и как другие мусульмане, они поверили пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и в подтверждение пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда курайшиты сказали: если ты говоришь, что ты действительно был в Байтуль Мукаддас, ты перенесся в Байтуль Мукаддас, ты расскажи нам, что там есть. То есть они знали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, раньше не был в Байтуль Мукаддас, что он не видел, что там есть. Пророк, Всевышний Аллах, что сделал? В хадисе пророка, алейхиссалам, говорится: «Ламма каддабани Курайшун, кумту фил хиджри, фаджал Аллаху ли байт аль-Мақдиси, фатафикту ухбирухум ан аятихи, ва ана андуру илайхи». И когда курайшиты, говорит, не поверили мне, я стал вот хиджр, где вот на этом месте хиджр Исмаиль, и Всевышний Аллах открыл мне Байтуль Мукаддас. То есть вот, как бы, например, мы смотрим телевизор, вот посмотрим на телевизор, и мы можем описать и рассказывать все то, что там мы видим. Всевышний Аллах сделал так, поставил перед пророком, алейхиссалату вассалам, Байтуль Мукаддас,
И все то, что они спрашивали, Всевышний Аллах показывал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и в точности пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как в действительности там есть, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал этим урайшитам, которые не верили пророку, алейхи салату вассалям. Конечно, сколько бы пророк, алейхи салату вассалям, не говорил правильно, все равно они не верили и сказали, это, говорит, сехр, это колдовство. Пусть Всевышний Аллах даст нам тауфик быть истинно, держаться за религию Аллаха. Отдалиться от того, что Всевышний Аллах недоволен. И всегда стараться делать то, что Всевышний Аллах любит. Пусть Всевышний Аллах, как здесь нас сегодня собрал, завтра судный день соберет нас вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассаляма, в раю. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.